Ագարակում, հիշում ես են կազինո։ Ոչ ես մոռացել։ It's going to be Partijn Փայանջուկ հայկական նախկին գյուղում ստեղծվել մեր գրող Ռաֆին, հիմա այնտեղ Ռաֆու մոր գեզ մագնակարն է, որտեղ որ գրված է, այստեղ հանգչում է Ռафу մայրը. У нас есть писатель Рафи. Он родился здесь родился, и здесь умер его мать. Там похоронена она, и там написано, здесь умер мать Рафи. Это Рафи, это наш писатель. Ассирийская католическая церковь находится в городе Урми. Да. Спасибо. Урми очень старый город. Да. Значит, считается, что здесь находился, многие ученые думают, что здесь был сад Эдема. Ага. В Урми. Эдем. Рай. Рай. Да. Здесь, значит, родился Заратустра, вот этот зороастризм, основоположник. Здесь похоронены 3 мудрецов, которые пришли к Христу до того, после того, как он родился. Значит, как я сказал, до 4 века Урмия была в составе армянского царства. Но после того, как Армению поделили между Римом, тогда уже начиналась становиться Византия. Между Римом и Персией эта сторона осталась в Персии, Армения. Это историческая Армения. Территория, которая находится западнее озера Урмия, это историческая Армения. И та, которая и севернее, где мы были. Эта часть осталась в Иране и до сегодняшнего дня остается в Иране. Значит, согласно легенде, этот монастырь был основан святым Варфоломеем. Варфоломей, который пришел с Фадеем, с Тадеусом. Бартоломею и Тадеус, которые пришли в Армению, чтобы распространить христианство. Значит, но первые письменные источники относятся к X веку, когда монастырь был реконструирован царем Армении Ашотом III. То, что мы сегодня видим, то, что вот этот монастырь, это было, значит, построено в 17 веке уже, когда, значит, настоятелем монастыря, его звали Яков.